Новый сегмент на рынке строительных материалов. Ингушский предприниматель открыл производство гибкого камня. Низкие трудозатраты и себестоимость товара – важные преимущества этого бизнеса. Стартапу помог фонд поддержки предпринимательства. Подробности в сюжете. Прокатывается валиком. Вот вся процедура на сушку. Все секреты производства гибкого камня Умарбек Дзауров раскрывать не спешит. Его бизнес-идея уникальна. Материал подходит для наружных и внутренних отделочных работ толщиной не более 6 мм. На удивление достоверно имитирует мрамор. Его основу составляет прочное полотно, на которое при помощи эпоксидной смолы наклеен слой песка или каменной крошки. Это песок мраморный или же обычный кварцевый песок. Разноцветный он бывает. Потом мы его, в зависимости какой цвет, какая расцветка нам нужна, мы его красим. Абсолютно экологическими пигментами для бетона. Красим специально нашей технологии бетономешалки. И когда мы подбираем эти цвета, основной компонент, который здесь присутствует, подложка стеклохолст, вон вы видите, рулон видите, вон там, и акриловая дисперсия, вот бочка. Второй компонент – ПВА, ну и наши добавки, загуститель там и прочие химикаты. Умарбек в этом цехе скромно называет себя технологом производства, но именно он, объездив ряд стран, привез в родные края бизнес-план, кстати, из Германии. Ну а здесь дома его идею поддержал и Джабраил Шанхоев. Они вместе взяли курс на производство и реализацию этого товара. Признаются, это дело требовало финансового вложения. Своих средств не хватало, поэтому и обратились в фонд поддержки предпринимательства, получив микрозайм на сумму 400 тысяч. Для полного хода работы необходимы и свои квадратные метры. Мы, во-первых, сами своими силами начали работать. Работа пошла, и продукция, в основном немного застряли на безналичку. Каждый предлагает разные свои условия. Но чуть нам потребовалась помощь, там зарплату выплатить, материал чуть закупить надо было. Поэтому мы обратились, и нам почти навстречу помогли нам. Мы деньги получили, правда, мы еще не расходовали их. Материал закупили, еще у нас в запасе есть деньги, поэтому мы обратились, нам помогли. Спасибо руководству и безо всяких лишних волокит. Необходимый пакет нам представили, мы, кстати, подготовили и долго не задерживать, не просто долго ждать, нам помогли. Здоровое предпринимательство всегда приветствуется, делится Хаваш Бузуртанов. Тем более, если есть перспектива образования рабочих мест. Фонд поддержки предпринимательства организован еще в 1991 году. С тех пор он поддерживает и интересные бизнес-идеи микрозайма на льготных условиях. В этом году, если так обобщенно сказать, по общей работе, за 4-й квартал было выдано около 26 займов на общую сумму где-то порядка 45 миллионов. Обращений было 28, то есть это более 90% мы удовлетворили заявки. Финансовая поддержка начинающим предпринимателям будет оказана и дальше, делится гендиректор фонда. Тем более, что средства понадобятся на реализацию и второй части бизнес-плана. Это производство межкомнатных керамзитобетонных панелей. Кстати, для этого уже закуплено оборудование. Дело осталось за малым. Второй вид производства, который мы планируем открыть в конце января. Вот это производство у нас практически открыто на 70%. Оборудование закуплено, материалы закуплены. Нам нужны деньги для того, чтобы рабочие места и подготовить площадку. Предприниматель уверен, что при полном запуске этого проекта можно будет трудоустроить до 30 человек. Не сомневается, товар будет востребован. Уже договорились и с потенциальными покупателями из близлежащих регионов. Так что скоро немецкие технологии приживутся на строительном рынке Ингушетии. Далее Асканова, Адам Мережков, Адам Далаков. Новости 24.